Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Лина Насырова. И в начале коротко о главном. Национальные проекты в действии. В Учелах открылась новая детская поликлиника. В рамках этой программы то, что делается, важно еще, что не просто стены, важно то, что хорошее оборудование. Медучреждение оборудовано современной техникой с искусственным интеллектом, который поможет лечению пациентов. Во-первых, это моментально получается фотография, не надо проявлять. Второе, то, что очень качественные снимки. Обмен опытом и лучшие практики. Задача одна. Каждый ветеран мог общаться с органами власти. 200 участников и ветеранов СВО со всей страны посетили Башкортостан. Многие проекты интересны. Фонд защитники Отечества у вас очень хорошо работает. То есть где-то мы даже в пример нашим ставим. Достойный пример для подражания. Морпехи провели урок мужества в кадетском классе Уфимского лицея номер 161. Любовь к родине, любовь к родителям, к окружающим, тех, кто воспитывает, чтобы они понимали, что может быть, что может случиться в этой жизни и к чему надо быть готовым. Интернет в каждый дом. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас видно? Видно, слышно. Да. Как устойчивая связь улучшает качество жизни жителей республики? Из программ, которые направлены на подключение проводного интернета, у нас реализуется в республике программа так называемый «Доступный интернет». В республике будет усилена охрана образовательных учреждений и пересмотрена психологическая служба. Ради Хабиров подписал указ о дополнительных мерах по усилению безопасности. Это коснется разных сфер. В том числе стоит бороться с тем, чтобы руководители школ не боялись говорить о проблемах и не скрывали негативные ситуации, а вместе работали над их профилактикой и решением. Педагоги будут получать за это стимулирующие выплаты. Подробнее в материале Анастасии Чубаевой. Хочу принести извинения перед всеми пострадавшими, перед теми, кто пострадал от моих рук. Раскаяние пришло уже после. В зале суда подростка, напавшего на студентов в общежитии, отправили под стражу. Школьнику вменяется покушение на убийство 2 и более лиц и посягательство на жизнь правоохранителя. Ему грозит серьезный срок заключения. Один из наших героев, кто дал отпор преступнику, мы подозревали ожог глаз. Куда? Глаз, да? Ну, хорошо видишь? Да, сейчас хорошо вижу. Уже выписался. Завтра к учебе. Все учиться завтра. А тебе спасибо большое. О произошедшем в общежитии уже ничего не напоминает. Но понятно, что из-за случившегося иностранные студенты переживают. Об этом ребята рассказали на встрече с главой республики. Разговор открытый, без официоза. Я хочу принести свои извинения за произошедшее. Примите это, пожалуйста. И не запоминайте случившееся надолго. Но это не означает, что не нужно быть осторожным. Мы живем не в идеальном мире. Это совершенно не характерный случай для Республики Башкортостан. Вы должны это понимать. Мы живем в Башкортостане как огромная семья. Все ваши пострадавшие друзья получают квалифицированную медицинскую помощь. Будьте уверены, все будет хорошо. Пострадавшие студенты после выписки из больницы отправятся в санатории. Также, если они захотят, им организуют поездку домой, повидаться с близкими, успокоить родных. Студенты, которые проявили мужество, будут представлены государственным наградам. Тем парням, которые защищали себя и своих друзей, своих девушек, своих людей, большое спасибо. Патруль начал работать, и он будет работать, чтобы вы были в безопасности. Мы должны быть уверены, что такие случаи впредь будут невозможны. Пути решения прорабатываются и совместно с силовыми ведомствами и с представителями образовательной среды. Усиление антитеррористической защиты обсудили с директорами школ. Ради Хабиров заявил о необходимости пересмотра системы безопасности, усиления физической охраны периметра школ и обновления технических средств. Но главное, это даже не способность отразить атаку, а предотвращение ее возникновения. Дети сейчас в современных условиях, в такой динамичной, очень агрессивной среде, они становятся самыми уязвимыми. Не окрепшая еще душа, не окрепший мир, не окрепшее тело. А вокруг них вот это весь ад, весь ужас, который творится. Тут взрослый человек с ума сходит. Посмотрите, сколько людей так, не очень адекватными ходит. Вот. А тут ребенок. А у ребенка у каждого бывают определенные какие-то сломы. Родители дома повздорили, развод,
несчастная любовь, с товарищами повздорил, что-то не получается у него в школе, какой-то предмет не дать. Да миллион случаев, которые на такую хрупкую его душу, в условиях, когда вот он живет в этой среде, такой быстрый, динамичный, агрессивный, это приводит вот к такому слому. И вот это надо здесь не столько даже и карать, надо находить вот ребят, которые вот оказались, помогать. Для этого предлагается усовершенствовать школьную психологическую службу, изменить работу с подростками, особенно социально опасным, отклоняющимся от нормы поведением. Вот сейчас мы будем в том числе и курс повышения квалификации педагогов пересматривать. Мы больше внимания будем уделять каким-то индивидуальным маршрутам, индивидуальным воспитательным маршрутам, индивидуальным каким-то педагогическим технологиям. Потому что дети все разные, и на кого-то вот это воспитательное мероприятие действует, на кого-то не действует. Методы, способы тоже сейчас нужны разные. Поэтому будем больше внимания уделять именно индивидуализации, как в образовательном процессе, так и в воспитательном. Соответствующий указ об усилении дополнительных мерах безопасности был подписан главой республики. Помимо изменения работы психологической службы в образовательных учреждениях, также будет пересмотрен формат обеспечения безопасности. Усиление охраны, пропускного режима. Правительство должно внести предложение по дополнительному финансированию защиты для образовательных организаций, а также по закреплению в учреждениях заместителей и руководителей, ответственных за профилактику деструктивного поведения учащихся, и установлению им дополнительной стимулирующей выплаты. Но, к сожалению, жизнь устроена так. Когда в школе какие-то происходят события, очень всегда у руководителей, скажем так, по-человечески, может, даже это можно понять, большой соблазн такие вещи скрывать, потому что это влияет, понятно, на оценку деятельности школы, на рейтинги. Вот нам надо поломать эту систему. Мы не в стерильном мире живем, мы не в идеальном мире живем. Мы живем в мире, когда сплошь и рядом, там, значит, из со всех там чайников, утюгов, гаджетов идут такие провоцирующие вещи. Наших детей, таких еще не окрепших, подталкивают к самым разным событиям негативным. И здесь, конечно, усилия должны приложить не только педагоги, но и родители. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, насколько ребенок полноценно отдыхает, высыпается, есть ли у него досуг помимо учебы, быть внимательным к простым, казалось бы, вещам. Как легко утром ребенок встает, с каким настроением ребенок идет в школу. Естественно, надо желать своему ребенку хорошего дня и давать какие-то рекомендации, допустим, чтобы он легко справлялся с нагрузками, которые будут в течение дня. Но, возможно, у ребенка будет контрольная. То есть всегда должна быть поддерживающая система отношений. Специалисты советуют следить, в каком настроении ребенок возвращается со школы. Не игнорируйте настораживающие моменты в поведении. Начался дневной сон, который порой продолжается до 10 часов вечера. Ребенок не выходит из комнаты. Он не желает делиться своими впечатлениями о том, что происходило в школе. То есть если родители видят, вот это происходит изо дня в день, то есть смысл обратиться к специалистам. Это может быть и классный руководитель, и педиатр, и психолог. Не стоит бояться обращаться за помощью. На учет ребенка никто не поставит, но грамотная психологическая помощь способна предотвратить трагедию или просто наладить отношения. Возможно, сейчас самому дорогому для вас человеку сложно, одиноко и страшно. Но сказать об этом вам он не может, зато вы в силах помочь ему. Анастасия Ильчебаева, Азат Ишбулатов, Булат Садриев. Итоги недели. Долгожданный объект. В Учелах открылась современная детская поликлиника. Глава республики оценил новый корпус в рамках рабочей поездки в муниципалитет. Медучреждение сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день. Также точками посещения руководителей региона стали строительная площадка хирургического корпуса и обновленная коррекционная школа-интернат. О развитии социальных объектов района в сюжете Динары Темасхановой. Алиса и Рустам Магафуровы – молодые родители. У них двое маленьких детей с небольшой разницей в возрасте. Социальная инфраструктура для семьи не просто слова. Им важно, чтобы все специалисты были в одном месте и рядом с домом. Новая поликлиника соответствует этим критериям. Хочу отметить то, что появилась игровая зона ожидания. Дети могут подождать, поиграть. В старой такого, конечно, не было. Условия прекрасные. Больница очень красивая, комфортно. Врачи тоже, также хочу отметить,
хорошие врачи, специалисты. Глава республики лично оценил новый корпус, построенный по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Сумма вложений более 600 миллионов рублей. Значительная часть из федерального бюджета. Прием уже начали вы, да? Все? Да, начали. Все начали. Но здесь получше, наверное, да, Катя? Да. Кабинет очень нравится, поликлиника очень прекрасная. Поликлиника сможет принимать до 200 маленьких пациентов в день. Оборудование здесь с искусственным интеллектом. Техника, которая поможет ставить диагнозы быстрее и точнее. Для города это скачок в детской медицине. Это рентген, да? Да, рентген-аппарат. Цифровой? Да, цифровой новый рентген-диагностический комплекс. Очень хороший, но таких, наверное, в Башкирии несколько штук. Во-первых, это моментально получается фотография, не надо проявлять. Второе, то, что очень качественные снимки, соответственно, получается, и улучшается качество диагностики. Следующая точка маршрута – хирургический корпус. Стройка началась в 2019 году и едва не остановилась. Банкротство подрядчика, пандемия, рост цен. В 2021 году республика выделила 500 миллионов рублей и добавила средства на новейшее оборудование. В диагностическом отделении смогут принимать до 150 пациентов в день. Травмпункт рассчитан на 70 человек. Главное, мы его построили. А сейчас вопрос даже не в строительной готовности, а в наличии денег, чтобы внутреннюю начинку мы сделали. У меня вот как раз будет совещание на следующей неделе. Мы опять начинаем цикл совещаний, вот как, чтобы протащить все объекты поставим строительные и начнем, значит, методично все додавливать. Поэтому там вот решим, когда этот объект сдадим. Также глава республики посетил Учелинскую коррекционную школу-интернат, которая помогает детям с различными особенностями развития. В 2024-2025 годах в корпусе на улице Горького был завершен масштабный капитальный ремонт стоимостью более 87 миллионов рублей. Мне нравится все, что здесь много чего изменилось. Ремонт вообще очень хороший. Благодарю тех, кто сделал такой очень красивый ремонт. Ведь они трудились очень сильно. Оборудование все очень современное. До этого было, но не в таком масштабе, не так современно, не так инновационно. Появились места рекреации, которых до этого не было. Учреждение, работающее с 1997 года, располагается в 2 корпусах и принимает ребят из Учелинского района и других территорий. Всего более 200 детей. А вот еще одна преображенная территория в рамках капитального ремонта – бассейн. Можно сказать, что он получил свою вторую жизнь. Для школьников это очень важно. В воде оздоровление проходит быстрее. В этом году модернизация продолжится. Начат капитальный ремонт первого корпуса школы на улице Муртазина. Эти преобразования направлены на то, чтобы создать максимально комфортные условия для обучения, развития и социализации. Привет. Это здесь? Это нулевой класс. Садитесь, ребят, садитесь. Подготовка к школе. Вот такие у нас тоже есть малыши. Ага. Они пойдут потом здесь же у вас, да? Непрерывное образование. В этой же рабочей поездке встреча с главными врачами Зауралья. Разговор был посвящен самому насущному в медицине. Да, есть проблемы там. И вот тот же хирургический корпус, значит, мы сейчас ищем деньги, чтобы его завершить. Там строительная готовность высокая. Там надо поликлинику сделать. Но здесь экономика хорошо работает. Людям есть где работать. Значит, социалка, сами видите, сегодня мы целый день социалкой занимались. Поэтому хороший район, хорошие люди. И вот я считаю, такой опорный район нашей республики. Завершилась поездка посещением уникального монумента. Это единственная в стране композиция, где всадник оседлал льва. Автор – местный художник. Вес монументальной скульптуры – 2 тонны. Установка стала финалом проекта «Путь Урал-Батыра». Героический постамент, визитная карточка города и района. Динара Таймасханова, Роберт Давлетбердин и Иван Шабрин. Итоги недели.
В Башкортостане на высоком уровне реализуются ключевые федеральные проекты Русского географического общества. Это отметил глава республики Ради Хабиров, выступая на заседании регионального отделения. В 2025 году регион занял первое место по числу площадок географического диктанта. Их было зарегистрировано 1039, а участников более 50 тысяч. Также успешно развиваются инициативы РГО в сфере образования, науки, туризма и экологии, включая благоустройство родников. Отдельно руководитель региона выделил работу над методическими пособиями по географии Башкортостана, что выполняется в рамках поручения президента по обновлению школьного образования. На съезде Русского географического общества президент нашей страны 2027 год объявил годом географии. Это, по сути, год РГО, можно сказать. И нам с вами нужно будет, на самом деле, хорошо отработать 2027 год. Это ровно то, что ложится на ту работу, которую мы сейчас проводим по линии преподавания географии в наших школах и по линии формирования, значит, такого корпуса учителей географии. Помимо федеральных проектов, в Башкортостане активно развиваются собственные инициативы. Проводятся конкурсы «Лучший учитель географии» и «Лучший кабинет географии». Для школьников организуются профильные смены, погружающие в мир науки. Другие программы нацелены на экологию, благоустройство и раскрытие туристического потенциала. В партнерстве со Всемирным Курултаем Башкир уже ведется разработка нового культурно-исторического маршрута, посвященного эпосу Урал-Батыр, который станет еще одной визитной карточкой региона. Мы теперь в текущем году соберем второй раз учителей географии. Учителей географии руководитель республики никогда не собирал, и это очень уникально и очень интересно. Мы нашли для себя очень большой потенциал в учителях географии. Ведь это те люди, которые учат наших детей любви к родине, к патриотизму. Как минимум надо знать территорию своего района, своего населенного пункта, республики, России, и с этого начинается любовь. В поручении, конечно, звучат задачи по экспедиционной работе на исторических территориях. Их иногда называют новыми территориями, но на самом деле это неверно. Это исторические территории, на которых Русское географическое общество совместно с органами исполнительной власти регионов и в том числе Республики Башкортостан планирует проводить ряд просветительских и экспедиционных мероприятий. Не только трудоустройство и социализация, те, кто возвращается к мирной жизни, но и поиск пропавших без вести бойцов. Все эти вопросы на неделе обсудили в Уфе. Около 200 участников специальной военной операции со всей страны приехали в Башкортостан обменяться опытом. С участниками всероссийских сборов Ассоциации ветеранов СВО встретился и глава нашей республики. Тему продолжит Руслан Батыргариев. От Калининграда до Владивостока на всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО в Уфу приехали представители всех регионов страны. О Башкортостане наслышан каждый, особенно о работе по поддержке бойцов и ветеранов СВО. Здесь такая одна из массовых, скажем, ассоциаций ветеранов. Ветеранов у вас много. Многие проекты интересные. Фонд защитники Отечества у вас очень хорошо работает. То есть где-то мы даже в пример нашим ставим. Сегодняшние сборы это дает еще толчок, одна еще ступенька для совместных взаимодействий с другими регионами. Я считаю, что этот опыт и мы будем применять у себя. У Башкортостана есть чему поучиться, говорят участники сборов. Республика, в свою очередь, готова поделиться опытом, отметил, выступая перед участниками сборов, Ради Хабиров. Ассоциацию ветеранов СВО глава республики видит как главную партнерскую организацию по решению вопросов поддержки специальной военной операции. Многие вопросы, которые будут возникать, они обязательно будут возникать самого разного свойства, и положительные, и негативные какие-то. Организация поможет решать, потому что они разговаривают с участниками СВО на своем языке. Многие вопросы они будут решать на уровне кончиков пальцев, как говорится, которые мы можем даже не понять какие-то вещи. Но мы обеспечим меры поддержки, мы обеспечим, соответственно, организационное воздействие, управленческие решения, а вот все-таки внутри организации, внутри большого сообщества участников СВО должны работать именно такие организации.
Ассоциация ветеранов СВО в нашей республике – это опора участников спецоперации и их семей. Организация занимается защитой законных прав и интересов, решением бытовых вопросов и сложных жизненных ситуаций, содействует трудоустройству и организует патриотические и спортивные мероприятия. Мы видим, что и благодаря в том числе опыту Республики Башкортостан, спасибо главе республики за личное соучастие, поддержку проектов Ассоциации ветеранов СВО, задача дойти до каждого. Важно, когда мы помогаем прежде всего другому, а не себе, и общество ждет от ветеранов результативности, объединения, активности. Это действительно активное сообщество, которое может сделать многое. Задача одна, самое главное, это сделать так, чтобы каждый ветеран мог общаться с органами власти. Мы являемся непосредственными посредниками, то есть мы являемся мостом для общения ветеранов и органов власти. Эти сборы направлены на обмен опытом в социализации и трудоустройстве участников СВО, обсуждение запланированных на 2026 год поисковых экспедиций и работы по увековечиванию памяти погибших в ходе спецоперации. Очень важен опыт, который складывается в регионах. И вот как раз в Башкирии мы видим, насколько подошли фундаментально к решению этих вопросов, связанных с исторической памятью, современностью, в том числе специальной военной операции. Это уже та сфера деятельности, которая имеет свою собственную республиканскую нормативную базу. И вот такой вот подход, он, конечно, говорит о системности. В рамках сборов ассоциации в формате панельной сессии ветераны СВО обсудили не только вопросы поиска пропавших без вести и увековечивания памяти погибших. Отдельное внимание уделили участию организации в деятельности по противодействию терроризму и экстремизму. Действительно, ветераны специальной военной операции, они должны быть включены в эту деятельность. Тем более, что сейчас нужно об этом говорить откровенно, очень открыто и по-честному молодому подрастающему поколению, чтобы они знали, что происходит на самом деле. А этим в том числе должны заниматься и люди, которые через эти испытания прошли. Все для победы. Такой стратегический приоритет недавно в своем послании башкирскому парламенту обозначил Ради Хабиров. Помощь участникам СВО и членам их семей в нашей республике охватывает практически все сферы жизни. В общей сложности разработано 55 региональных мер. И неспроста сборы ассоциации проводятся в Уфе. Поддержка воинов, ветеранов и их близких в республике с первых дней СВО имеет абсолютный приоритет. Руслан Григорьев, Азат Ишбулатов, Шамиль Каримов и Руслан Галямов. Итоги недели. Поделились опытом с подрастающим поколением. Боевые офицеры, за плечами которых участие в нескольких вооруженных конфликтах, в том числе на Северном Кавказе, в зоне спецоперации. Поговорили о важном с учениками кадетского класса Уфимского лицея номер 161. Один из участников встречи, командир взвода БПЛА полка мобилизованных с позывным «Морпех», находится дома в краткосрочном отпуске. Почему именно эту школу он выбрал местом проведения урока мужества, узнал наш корреспондент Азат Садриев. В лицее номер 161 ветераны боевых действий оказались долгожданными гостями. Больше всего о встрече с ними мечтали ученики кадетского класса, в котором обучаются будущие морпехи. Офицеры, сами прошедшую службу в легендарной 155-й гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, специально приехали увидеться со своими преемниками. Но была еще одна причина. Во-первых, хочу выразить огромную благодарность действительно за предоставленную гуманитарную помощь. Для нас это очень важно. Лицеисты принимают активное участие в поддержке участников СВО. Регулярно собирают и отправляют на фронт гуманитарные посылки, письма со словами поддержки и свои рисунки. Поэтому встретиться с бойцами им было вдвойне приятнее. Морпех попал на спецоперацию во время частичной мобилизации, принимал участие в освобождении городов Донбасса от неонацистов. Во время выполнения опасного задания попал под минометный обстрел противника. В результате взрыва лишился ноги и почти год проходил реабилитацию после тяжелого ранения. Установив протез, отказался от демобилизации и вновь отправился к своим на передовую. Кавалер орденов мужества и героя России генерала Минигали Шеймуратова сначала служил командиром мотострелкового взвода, а позже возглавил взвод БПЛА. Об этой работе кадеты спрашивали у офицера больше всего. Теперь у кого есть глаза в небе, тот и выигрывает. То есть кто больше закрывает небо, тот и ведет войну. Потому что разведка теперь идет только с помощью дронов. То есть выявление целей, все это. То есть и мы, и противник. Как таковых уже стрелковых боев, это, не скажу, что редкость, но меньше.
Стрелковые бои прямые идут только при зачистке. 90%, я даже не побоюсь этого, 90% только дроны. И помогают нашим бойцам громить врага башкирские птички, производство которых налажено в республике. На них же летают и операторы беспилотников из подразделения «Морпеха». Вместе с ним на встречу с кадетами пришел его товарищ, председатель регионального отделения ветеранов морской пехоты Азат Мамлеев. Большую часть жизни он также связал с армией. И встреча с юными морпехами для него стала особенной. Это получается замена нас, подрастающее поколение. Допустим, придет время, они заменят нас. Кто-то будет руководить такими ветеранскими организациями, кто-то из них станет военными, там, не говорю именно морскими пехотинцами, но военными. Несмотря на протез ноги, большую часть урока мужества морпех провел стоя. Кадеты долгое время не отпускали офицеров, задавали вопросы про службу, семью и боевое братство, о том, как они поддерживают друг друга на СВО. Это очень важно в нынешнее время. Рассказать о патриотизме, рассказать то, что мы видели, что это значит, то, что патриотизм для нас, лично призванных, мобилизованных, это непростое слово. Любовь к родине, любовь к родителям, к окружающим, тех, кто воспитывает, чтобы они понимали, что может быть, что может случиться в этой жизни и к чему надо быть готовым. В завершении разговора о важном действующие и будущие морпехи сделали общую фотографию и договорились, что это их не последняя встреча. Я с детства планировал связать свою жизнь с военным делом. У меня мечта попасть в подразделение морской пехоты, поэтому я выбрал именно кадетский класс. Мы задавали большое количество вопросов, и их ответы нас очень сильно удивили, кого-то даже поразили. То есть, такой сложный опыт. Я задавала вопрос, как отпускают семьи бойцов. Краткосрочный отпуск пролетает незаметно, но, несмотря на это, участники спецоперации находят время, чтобы встретиться с учениками, поговорить с ними о важном. Такие уроки, по сути, мост между поколениями, на которых кадеты вдохновляются примером военнослужащих, а офицеры, видя заинтересованность детей, понимают, что все их усилия не напрасны. Азат Садреев, Булат Садреев, Иван Шабрин. Итоги недели. В Уфе на следующей неделе начнет работу самая большая школа в Приволжском федеральном округе. Речь про образовательные учреждения в Кузнецовском затоне на 2200 учеников. Также в городах и районах республики готовится к открытию ряд новых образовательных и дошкольных учреждений. Башкортостан стабильно в числе лучших и по показателю капитального ремонта школ. Подробности далее. Рабочие будни Нового года в деревне Шмидтово Уфимского района начались с праздника. Здесь торжественно открыли Центр образования имени Героя России Ильдара Суфиярова. Школа на 640 учеников и детский сад для 160 малышей размещены под одной крышей. Образовательный центр стал одним из самых современных в республике. Здесь созданы условия не только для учебы, но и для отдыха детей. Это первая в республике школа, которую построили с применением государственно-частного партнерства. Это очень долгожданная школа. Район развивается, и, конечно, нам хотелось, чтобы дети, которые здесь появляются, учатся, учились в очень хороших условиях. Это очень хорошая школа, это целый образовательный центр, который сам определит вместе с коллективом будущее свое развитие, но точно знаю, что из этой школы выйдут еще очень много достойных людей. Также в январе запустили учебный процесс в Центре образования номер 163 в Уфимском микрорайоне Затон-Восточный. Но впереди более масштабное открытие. На днях ввели в эксплуатацию самую большую в Приволжском федеральном округе школу на 2200 ученических мест в Уфимском микрорайоне Кузнецовский Затон. Начать обучение здесь планируют уже со следующего понедельника. Во-первых, это крайне было важно для самих жителей Кузнецовского Затона. Дети долгое время поднимались в гору для того, чтобы попасть в школу. Это было неправильно. Кузнецовский Затон оставался вообще без общеобразовательной организации. Конечно же, это критически важный социальный объект, и поэтому крайне важно, что в сложных условиях, в условиях тех вызовов экономических, которые сегодня стоят перед республикой, такие объекты вводятся. И хорошо, что другие такие же объекты в районах республики также сейчас входят в стадию открытия. Один из таких объектов распахнет свои двери в селе Оскарово Абзелиловского района. Школу, совмещенную с детским садом, откроют до конца февраля. Уже завезена вся мебель и оборудование. Осталось только рассадить учеников за парты. Основные работы произведены полностью. Производится окончательная пусконаладка, настройка оборудования, систем вентиляции, водопровода, канализации.
электрических сетей. Практически объект завершен. Еще 5 объектов возводят в рамках концессионных соглашений. Это образовательный центр в Уфе на почти 3700 учеников, состоящий из 3 зданий в микрорайонах Глумилино, Яркий и по улице Миловской в Ленинском районе, а также школы в Нефтекамске и Стерлитамаке. Кроме того, в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» в Уфе возводится республиканский математический лицей-интернат на 360 учеников. А по национальному проекту «Семья» в селе Нагаево приступили к возведению детского сада. Дошкольные учреждения появятся и в других районах Башкортостана. Их строительство, их запуск позволяет родителям, в частности, больше внимания уделить, например, каким-то своим карьерным делам, ну или просто в той или иной степени разгрузить их, что тоже очень важно для и эмоционального здоровья, и для физического здоровья, ну и, наконец, элементарно для экономики страны. По данным регионального министерства просвещения, в прошлом году в республике завершили строительство и ввели в эксплуатацию 3 крупных общеобразовательных учреждения на более чем 4000 учеников. В текущем году за новые парты сядут более 6500 детей. К слову, регион заботится и о старых школах. В 2025 году в республике отремонтировали 39 зданий образовательных организаций. Башкортостан вошел в 5 лидеров страны по завершению работ к началу учебного года. Все это влияет на повышение качества образования. В прошлом году 159 выпускников набрали максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Регион и тут в числе лучших по результатам сдачи экзамена по математическим и естественно-научным предметам. Эмиль Басареев, Азат Садреев, Артур Ханов и Руслан Галлямов. Итоги недели. До конца года доступом к высокоскоростному интернету будут обеспечены 94% домохозяйства. Это рекордное количество. Благодаря активной работе властей связь покрывает в регионе все больше населенных пунктов. Для понимания, за последние 5 лет таких стало больше почти на 20%. Ход этой работы на контроле держит глава республики, по поручению которого сеть проводит и на трассах, где наличие связи может быть жизненно необходимо. Об итогах и планах этой работы расскажет Артур Шамсудинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Нас видно? Видно, слышно. Да. Вот у нас сегодня пациент, который часто жалуются на повышенное давление. Из медпункта села Новый Зерган пациент по видеосвязи общается с узкопрофильными специалистами районной Акьярской больницы. Без долгих очередей и, самое главное, затрат на дорогу. Все благодаря интернету, который стирает границы. Раньше, да, нужно было все это записывать на прием, ездить, отрываться от работы. А здесь, можно сказать, прихожу с работы, недалеко от работы находится ФАП, зашел, за 10 минут я получил консультацию 2 врачей. Именно за счет качественной связи такие телемедицинские консультации доступны во многих, в том числе и отдаленных селах. Конечно, важны и условия. В модульном ФАПе, который открыли 2 года назад, фельдшер при необходимости сделает ЭКГ и возьмет анализы. Данные, опять же, по высокоскоростной сети можно передать в районные или республиканские центры для назначения лечения. Бывало, у меня пациент, который один дед живет, он после инсульта. И мне пришлось к нему идти с компьютером и консультироваться с терапевтом. Также я им дома сделал ЭКГ, также все вложил, он все это увидел, все это бывает. При наличии высокоскоростной связи появляются и новые образовательные возможности. В селе Куинтаево Баймакского района после проведения интернета школьники получили более широкий доступ к знаниям, наряду со столичными учениками. Ну вот, допустим, когда у меня возникают сложности по какому-то вопросу, я могу зайти в интернет и найти эту информацию. Например, задания ЕГЭ или какие-то онлайн-тесты. Да и по словам учителей, теперь они могут идти в ногу со временем. Ведь во многих образовательных учреждениях уже давно перешли на электронные дневники и журналы. Интернет помогает и в составлении рабочих программ обучения. В цифровом образовательном контенте есть все предметы. Мы зарегистрировали туда всех учителей. И учителя заходят и выбирают тему своего урока, выбирают задания и через электронный журнал отправляют обучающимся ссылку. Дети проходят по этой ссылке, выполняют это задание, и цифровой образовательный контент за выполненное это задание сразу же ставит оценку.
Цифровое неравенство в Башкортостане устраняют как по федеральной программе, так и за счет работы сотовых компаний. За 5 лет число домохозяйств с доступом к всемирной паутине выросло с 75 до 92%. Особое внимание к автомагистралям, чтобы и у водителей была возможность быть на связи. Один из уникальных проектов – покрытие мобильной сетью трассы Уфа-Инзер-Белорецк, которая считается одной из самых сложных и опасных. За последние 2 года на горной трассе построили 11 базовых станций, в том числе и на участке Тещин язык. Здесь оборудование работает на автономных источниках питания, поскольку тянуть электрокабель в сложной местности крайне проблематично. Жительница Инзера Рима Фазылова ездит по серпантину регулярно и как никто знает, как важно оставаться в зоне доступа. Чтобы дозвониться, надо было ехать до Инзера. И кто-то сломался. Вот у нас много случаев были, даже когда доезжали до того момента, где связь. Мы приезжали сюда и машину увозили буксировкой. А сейчас, конечно, удобно то, что связь появилась. Даже чуть-чуть отъехал, можно дойти до этого места и уже позвонить, и уже сообщить о своих проблемах. Планы амбициозные. Почти на всем протяжении горной трассы должна быть доступна голосовая связь и мобильный интернет. Эту работу на личном контроле держит глава республики. Значит, Уфа-Белорецк, вот этот вот кусочек, который всех нас беспокоит всегда, Архангельск и Белорецк, надо работу довести до логического конца, чтобы все-таки какая-никакая связь, там 2G или там 4G на разных участках она была. Потому что и ДТП, и вообще в целом связь должна быть на дорогах. Поэтому продолжаем работу. Конкретные поручения есть и на федеральном уровне. К 2031 году связью должны быть покрыты все федеральные трассы. Чуть ранее, к 30-му, все населенные пункты с численностью от 100 человек. К слову, жители могут сами ускорить процесс цифровизации, проголосовав за свое село на госуслугах или отправив бумажное письмо Почты России. Из программ, которые направлены на подключение проводного интернета, у нас реализуется в республике программа так называемый «Доступный интернет». Была предоставлена субсидия оператору связи на возмещение части понесенных затрат. Соответственно, для жителей это было абсолютно бесплатно. Проект мы реализовали в почти 300 населенных пунктах республики. Жители получили полноценный скоростной домашний интернет по оптовому окну. Господдержка позволяет операторам связи вкладываться в развитие инфраструктуры даже там, где это коммерчески невыгодно. Но в конечном итоге выигрывают все, и потребитель в первую очередь. Ведь цифровизация – это уже не роскошь, а равенство возможностей. Артур Шамсудинов и Динара Таймасханова. Итоги недели. Цифровой ID в приложении МАКС начинает замещать паспорта. В 2 городах Башкортостана открылись новые молочные кухни. А еще в рамках экологического проекта в республику завезут 9 взрослых зубров. Без этих новостей уходящая неделя будет неполной. О них и расскажет моя коллега Алия Ильтубаева. Алия, приветствую. Мы тебя слушаем. Элина, здравствуй. И правда, скоро при покупке товара с возрастными ограничениями предъявлять паспорт станет не обязательно. В розничных магазинах республики для подтверждения своего возраста будет достаточно использовать цифровой ID в национальном мессенджере МАКС. И речь не только о товарах, запрещенных к продаже несовершеннолетним. Открыв приложение и показав QR-код, можно будет подтвердить, например, статус многодетной семьи для покупки льготных товаров или для получения скидок по дисконтным картам. На неделе в республике открылись еще 2 раздаточных пункта молочной кухни. В Благовещенске продукцию теперь выдают на территории одного из торговых центров, а в Учелах в отдельном специально оборудованном помещении. Появляются новые продукты, уже не только для детей. В регионе выпускают кондитерские изделия и даже квас. Всего раздаточных пунктов в Башкортостане 134. За 7 лет молочку получили уже 120 тысяч человек. В Башкортостане исправили свыше 80 тысяч ошибок в документах на недвижимость. Это сведения Единого государственного реестра о границах и площади объектов. Их бесплатно устраняют специалисты Росреестра и Роскадастра с помощью ортофотопланов, беспилотников и геодезического оборудования. Большинство ошибок возникло в 2000-х, когда не было точных приборов. Теперь границы участков приводят в соответствие с реальностью. Проверить свои данные можно на госуслугах или на сайте Росреестра.
Уфимские спасатели традиционно провели учебно-тренировочные сборы на снегоходах. Их цель – подготовить, научить и отработать навыки вождения. Именно снегоходы часто используются для поиска, спасения и эвакуации пострадавших, доставки к месту проведения работ сотрудников и специального оборудования в условиях зимнего бездорожья. Важным этапом на учениях стал поиск пострадавшего и его транспортировка. В Уфе мастеров фотографии наградили медалями ветеран журналистики. Почетным знаком Союза журналистов России отметили Вячеслава Стрижевского и Раифа Бадыкова. В этом году они отмечают солидные юбилеи – 85 и 80 лет. Удостоверения, подписанные председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым, вручил руководитель Башкортостанского союза Вадут Исхаков. Проект по разведению беловежских зубров в Башкортостане получил грант президентского фонда природы. На выигранные средства, а это более 10 миллионов рублей, планируют привезти из Беларуси еще 9 взрослых особей. Наш регион – единственный в стране, где зубры содержатся в естественной среде. Экологический проект реализуется в республике уже 3-й год. Численность зубров составила 25 голов, из которых 8 телят родились уже здесь. К 2030 году их количество должно составить уже 50. Такие события произошли на этой неделе. На этом у меня все. Студия, вам слово. Алия, спасибо. Напомню, на связи со студией была моя коллега Алия Альтубаева. Такой была уходящая неделя. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь в курсе новостей вместе с телеканалом БСТ. До свидания.